Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Также ики TikTok, минда дуслар YouTube әлі никак ашылмый, никто не подписывается, я как понял. Мен оны ботлар белән тыгып ташладым, инде нәрсә булса булсын дидем. Ну, ботлар белән дә әле пока YouTube не принимает. Ну, когда у меня какой-нибудь эфир откроется, из этих всех каналов, получается, шунда мы, наверное, будем выходить уже на не на такие кусочки, а на долгие как бы разговоры. А так, мен такие тарихны оқымадым. Давайте кірәбіз по Алдар Батыру. Продолжим біздің Тархан Алдар Батыр тарихын оқып біз шығабыз. Тағында 34-ші есегізді болса, қоядырмы yazғаным, 34-ші, мына 7 февральда оқығанмын мен. Бүгін, кстати, 10 февраль, уже почти 11 инде. Алла берсе, так, шул Алдар Батырны біз қазір кіріп оқимыз, туғанлар. Постараться будем оқырға шуны. Каждые 10 минут я буду перезапись делать, само собой, да. Понимаете? У меня это не прямой эфир, а косвенный. Так, 34-ші страницаға барып түшәбіз. Мен, конечно, само собой, исләтеп үтәм, о чем был разговор. Наш, получается, этот история Башкортостана и безнең геройлар, безнең ата-бабаларыбыз дигән кебек. Алар булмаса, бәлкем без булмас идек. Менә шундый хәл, тарихны теге алмаштырганнар, тарихны ничек булса да тырышканнар инде башкорт халкы калыр өчен, татар халкы калыр өчен менә шулайрак. И монда менә күрсәтелә кем дошман, кем дус, бөтенләй бер менә шул тарихта күрсәтелә. Так, 34-ші страницада мен тамамлаган дигәнем мин. Итак, наверное, до какого-то абзаца, наверное, мы дойдем и оттуда как-то начнем, наверное. Чтобы напомнить, потому что тот эфир же удалили. У меня же вот после этого эфира, после этой истории у меня заблокировали канал. Шайтаны. Ускажу будет. Так. Если вы помните, на другом эфире было дело такое, что здесь Алдар Батыр, получается, начал күрәшергә против узкожопых. Вот, в Уфе. И вот примерно на этой теме мы остановились. И вот давайте вот примерно начнем с какой страницы? С 30. Нет. Чтобы понять, уж далеко не будем. Ну вот давайте с 33 страницы где-нибудь там начнем. Давайте. Вот здесь вот 33 страница. И надеюсь, я управлюсь за 7 минут. Так, между башкирской конницей и царской пехотой произошла серия столкновений. Г. Акманов пишет: в результате сражения царские полки потерпели поражение и отступили Баландыш, где и были окружены восставшими. К сожалению, отрывочность сведений позволяет определенно говорить об исходе боя. Так или иначе, пехотные полки понесли потери и были остановлены. В 1709 году губернатор новообразованной Казанской губернии П. Апраксин, подводя итоги башкирского похода под Казань, писал Петру I о 172 убитых солдатах, поскольку сражение под Баландышами было единственное крупное столкновение между башкирами и царской пехотой. Большую часть этих потерь следует отнести именно к этому событию. Захваченным под Каракулино, языки сказали, что из Казани высланы 4 полка, и те 4 полка воровские воинские люди под городом Арским осадили. Речь шла об описываемых событиях. Как мы помним, они говорили ворами, короче. Вот это движение башкортов, они называли их ворами. Прикиньте, вот выражение. Воры, короче, да? Удивительно. Не знаю, может, варвары, воры, я не знаю. Так и не сумев прорваться к Елабуге,
пехотные полки были блокированы в Баландышах, где, укрепясь городбою и булварками пяди вон и не выходили они, простояли в осаде с 19 по 29 февраля. Представляете, вот эти месяца, прикиньте. Причем связь с этими полками были потеряны еще в начале февраля. Приехавший в Казань боярин Хованский, Хованское кладбище есть еще такое название, блядь, чмошное, сразу же вступил с башкирами в переговоры, отправив к ним толмача, да с ним выборных татар розных 4 дорог. Вскоре он испытал то, что 2 года назад пережил фельдмаршал Шереметьев, порицание и обструкцию своих действий со стороны тех же Кудрявцева и его ближнего круга. Своих, так надо читать, наверное, очень мелко. Так, сейчас. Ладно, сейчас дочитаем. Вскоре он испытал то, что 2 года назад пережил фельдмаршал, да, Шереметьев, Кудрявцев и его ближнего круга. В своих рапортах они с некоторой иронией комментируют действия подчиненных Хованского, Дмитриева, Мамонова, Есипова, намекая на их пассивность, стали в татарской деревне Буландышах. И ныне стоят, а для чего не ведаем. И также слышно, что еще никакого боя с ними не бывало, немало под сомнением, и дивимся, что без дела стоят. Целью Хованского было оттянуть время до подхода основных сил из Москвы и других городов Центральной России. Переговоры между ним и башкирскими шли почти месяц, а его посланцы сами приезжали в Савруши для выслушивания требований восставших. Причем башкиры ближних к Казани Байларской и Булярской волости после заключения перемирия успели разъехаться по своим аулам. Однако перемирие, по словам башкир, было нарушено со стороны правительственных войск. 25 февраля 1708 года они писали: «От меня Усейна от Куразмана Батыря, князь Петру Ивановичу Хованскому челобитие. После челобития слово от приехали было, как мы в Саврушах стояли, посланники, те посланники, приехавшие, говорили нам, великого государя, указ, вы, дескать, со своими людьми русские деревни не рубите, также и церкви же не ждите. К вам, великого государя, милость обо всех обидах будет, сказали. И мы по тем словам воротились, и в том слове стали, и церкви не жгли, также и деревни не рубили, и людей своих остановили, и по тому слову мы воротились из тех Савруш. И мы по тому слову стояли, было и вышло из Сарпула сила. Порубили многие деревни, также и выжгли по Ише, то есть Ижу, реке. Да, Сидор Аристов порубили меж Каракулина и Мензелинска, 5 деревень после того слова. И вы будете в том слове и стоите из мелких пригородков, выехали, тех воров остановите. Пиздец, ебанутый узкий язык был, блядь. Вы поняли что-нибудь, блядь? Ну что-то понял я. Это ебанизм, блядь. Такой ебаный язык был, блядь, у них, оказывается, до этого, блядь. Это еще сейчас то, что мы разговариваем, понятливо, а там пиздец, что хуйня какая-то, блядь. Отруби, нахуй, слов каких-то, блядь. Кусками, блядь. Короче, так, ну, где-то на 34-ю страницу я перешел. Сейчас давайте перезагрузка и дальше идем. Продолжаем.